Добрый день, в эфире программа «Антикор Лайф». Сегодня поговорим о вопросах профилактики коррупции среди государственных служащих. С этой целью пригласили в студию депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан 6-го созыва, государственного деятеля, многие годы возглавлявшего подразделение кадровой политики администрации президента Республики Казахстан Ерсултана Утегуловича Бектурганова. Добрый день, Ерсултан Утегулович. Ерсултан Утегулович, в первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что уделили время, пришли к нам в студию для интервью. Ну и, конечно же, формирование профессионального государственного аппарата – одна из приоритетных реформ. Эта государственная служба должна стать конкурентоспособной и свободной от проявления коррупции. От этого во многом зависит благосостояние страны, ее авторитет во внешнем мире. И, конечно же, первое, что хочется спросить, это как государственная служба справляется с испытанием, связанным с чрезвычайным положением? Как выстраивалась деятельность государственных учреждений в связи с пандемией? Рахмет сұрағыңызға, шақырғандарыңызға рахмет. Бүгін шынында да қазіргі мынау індетке байланысты жалпы бүкіл қоғам өзгеріп жатыр, қоғамдағы қатынастар өзгеріп жатыр. Жалпы барлық мемлекеттік органдардың, басқа да мекемелердің жұмыстары өзгеріп жатыр. Ол енді мынау наурыздың 16-сынан бастап төтенше жағдай президент жариялағаннан кейін мемлекеттік қызметте, мемлекеттік органдарда өзінің жұмысын жаңаша жүргізіп жатыр. Оның басы мемлекеттік қызмет туралы агенттіктің төрайымы Анар Жайылғанова өзінің 18 наурыздағы сөйлеген сөзінде жалпы бағыт берген болатын. Онда мемлекеттік қызметшілердің 70% қашықтықтан, дистанционный дейді, удаленка деп айтып жатады, жұмыс жасауға ұсыныс жасалды. Содан сол қызмет енді жаңағы қашықтықтан жұмыс жүргізіліп жатыр. Но в целом я бы сказал, что государственные органы, они функционируют в том же режиме, который был до этого. В переднем плане, как мы знаем, это медики, правоохранительные службы, другие, которые связаны по борьбе с пандемией. Но я бы хотел сказать, что и государственные служащие, те службы, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, людей, они в переднем плане. И вот один случай, я вспомнил, из-за рубежа многих государство помогало вернуться на родину, отправляли самолеты, чартеры. И их размещали не только в Астане, в Нур-Султане, в Алмате, в других крупных городах и областных центрах. И, по-моему, из Арабских Эмиратов группа наших людей, они прибыли в город Талдыкурган. И в Фейсбуке один из пассажиров потом, после карантина, который был организован в Талдыкургане, написал, что свое мнение о государственных служащих, как они вот встречали этих пассажиров, как они размещали, как они обеспечивали питанием, днем и ночью, рискуя своей жизнью, если даже не знаешь, кто, каким диагнозом. И у него по статье изменилось мнение о государственных служащих, что они тоже такие же замечательные люди, как и все. А так, в основном же критика чиновники. И даже заголовка, по-моему, была: никакой бюрократии и мажора.
И действительно он хорошо расписал о государственных служащих. Я этому дал оценку и Аким области Амаду Баталову, что действительно надо поддерживать государственных служащих. В стране где-то более 96 тысяч госслужащих, 90 800. Из них 96 тысяч это административные государственные служащие. Работают на небольшую зарплату, но честно и порядочно. И мне кажется, надо вот в этих условиях вообще в будущем имидж государственных служащих поменять в лучшую сторону. И нет, без худа нет добра, говорят, да, и здесь, мне кажется, какую-то свою положительную лепту даже в оценке деятельности государственных служащих оказывает наши сегодняшние условия. И еще одна мысль, что в связи с тем, что государственные служащие 70% работают на дистанционке, уже уменьшился контакт с услугополучателями. И мне кажется, и у вас тоже показатели коррупционных деяний снизилось. Ну это да, один из основных факторов – это снизить количество взаимодействия. Контактов. И я думаю, в будущем нам надо из этого сделать уроки. Ну, спасибо. Ну и в целом, Руслан Юрьевич, вы стояли у истоков формирования Института государственной службы в Казахстане. Поделитесь, пожалуйста, с нами, с зрителями, об истории становления госслужбы, в том числе формированию соответствующего законодательства в нашей стране. Да, годы независимости – это непростое время и в экономике. Это когда инфляция превышает более 2000%. Это очень сложное время. Заработная плата бюджетникам месяцами, годами даже не уплачивалась. И в то время становилась государственная служба нашей страны. И первый закон, указом, имеющий силу закона президента, был подписан в 1995 году, в декабре. И с этого момента, можно сказать, началась новая эпоха государственной службы. Затем в 1999 году второй закон и третий закон в 2015 году. Здесь хочу сказать, что все законы, которые принимались о государственной службе, они соответствовали требованиям тех времен, этапу развития нашей страны. В целом, развитие общества и нашего государства во многом зависело от работы государственных органов, государственных служащих. И то, что мы сегодня достигли, то, что мы сегодня в числе 50 развитых стран мира, это заслуга государственной службы, государственного органа. Как бы мы ни говорили, это факт. Поэтому каждый раз совершенствуется государственная служба. И в прошлом году было внесено изменение, дополнение закона о государственной службе. И сегодня находится законопроект по поручению президента. Маджлис одобрил и сейчас находится в Сенате парламента. Руслан Юрьевич, насколько сложно было в те годы особенно осуществить переход от школы именно Советского института госслужбы к современному? Ну, в советское время законодательства о государственной службе не было. Ну, были кое-какие там нормативные акты, инструкции и так далее. И трудность в том, что есть и положительные моменты, которые можно исчерпать из прошлого, и есть отрицательные. Отрицательные в том, что страна была замкнутая, мы не знали мировую экономику, мировые
события, мало знали о других странах. И поэтому здесь тоже были свои трудности, но с приобретением независимости мы стали более открыты, обменивались опытом других стран. Наши государствующие ездили на стажировку, на учебу. И все этот накопленный опыт дало возможность вот, принятию первого закона, затем создание агентства по делам государственной службы. Кстати, один из первых в постсоветском пространстве, и созданию других институтов, которые обеспечивают государственную службу. И я думаю, что, как я уже сказал, можно и положительно исчерпать, и уже свой опыт из зарубежных стран вкладывать на нормативные права акты, на законодательство нашей страны, которое дает возможность развить эту систему государственного управления. Ну, в те годы на заре независимости страны была запущена программа «Балашах». До сих пор она реализовывается, осуществляет деятельность. Каково значение данной программы для формирования института госслужбы в целом? Вообще, много можно говорить о смелости и решительности Ельбасы, первого президента, в то время, в 1993 году, когда экономика в таком непростом положении, он учредил программу «Балашах». Это нужно было для того, чтобы мы открыли мир для нашей страны, будем говорить так, глобально. И первые годы установлен был лимит, где-то 25-30 человек в год направляли за рубеж, самые лучшие университеты мира. Были свои проблемы, вопросы, потому что в то время в стране мало было людей, которые знают иностранные языки. К слову, можно сказать, в то время найти переводчика аудармаштаудың өзі үлкен бір қиын жағдай болады. Сондықтан отобрать 25 молодых людей, которые владеют иностранными языками, очень сложно было. Позже уже молодые люди, школьники уже узнали об этой программе, и они стремились, изучали иностранные языки. Уже с 2005 года ежегодно отправляли по 1000 детей. Вначале бакалавриат, потом магистратуру, докторантуру и так далее. И сегодня вот более 10 тысяч выпускников Балашах и наших, они по положению должны 5 лет отработать на страну. Около 1000 человек работает на государственной службе. Они дают свои плоды, но в некоторых случаях критикуют эту программу некоторые. Но қазақта айтады ғой, бір құмалақ бір қарын майды бүлдіреді деп. Сол сияқты по одному, по двум, там, 3 человек, которые не оправдали доверие программы «Балашах», нельзя судить о целом. Они все очень продвинутые, знающие иностранные языки, ребята, которые сейчас во всех сферах, отраслях экономики и Казахстана. И поэтому эта программа дала такой толчок в плане развития страны по примеру развитых стран мира. Можно одним словом так сказать. А вот в целом
Они в молодые годы обучались в странах Европы, передовых странах. Мы знаем, что большинство стран Европы, они отличаются именно низким уровнем терпимости к коррупции. Ну, к примеру, Дания. Дания очень низкий уровень коррумпированности, потому что не только государственный аппарат, но и граждане в целом, они не приемлют такое коррупционное поведение, очень негативно воспринимают факты коррупции. Выпускники Балашах как-то смогли перенять вот это мировосприятие, мировоззрение антикоррупционное и как-то вот внести свою лепту в нашей стране? Ну, как я уже сказал, по одному-двум человек, которые выпускников, нельзя судить о всех, а в целом 99,99%, я думаю, что они ясной головой, чистым сердцем, настоящие государственники. Ну и, конечно, по численности госслужащих, я снова очень хотел задать вопрос. Часто поднимается вопрос по численности госслужащих в нашей стране, сравнивается с показателями других стран. Ваше мнение по этому вопросу? Ну, в целом, численность госслужащих, что здесь в Казахстане очень большое, так нельзя говорить, потому что специфика каждой страны. Допустим, Сингапур – это государство, один город. С одного конца в другой можно за час или два доехать. У нас страна огромная, 2,7 миллиона квадратных километров территория. У нас более 7 тысяч аулов, около 3 тысяч сельских округов. Поэтому, если не будет государственных служащих в этих аулах, на самом деле государственных служащих очень немного. 46 тысяч только в этих регионах. Это местных исполнительных органов. Где-то около 40 тысяч это территориальные министерства. В центральных органах всего где-то около 10 тысяч госслужащих. Поэтому они должны обеспечить эту всю территорию и населению, оказать услуги, помогать людям, ежедневно их принимать их запросы, заявления, решать какие-то вопросы. Поэтому это вот 90 тысяч госслужащих, это на сегодня немного. Ну, недавно я тоже читал где-то в социальных сетях, один написал, вот 20 лет назад было 65 тысяч, сегодня стало 90 тысяч. Ну, я скажу, что 20 лет назад, в 2000 году, бюджет страны было 380 миллиардов тенге. Сегодня более 12 триллионов. В разы. 33 раза увеличилось. А госслужба увеличилась всего на 1,4 раза. 65 и 96 тысяч. Поэтому для того, чтобы реализовать вот эту сумму, которая сегодня у нас есть, чтобы контролировать их даже, нужны государственные служащие, контрольные органы. Поэтому я думаю, что, но тем не менее, вот как еще раз возвращаемся к нашей пандемии, сегодня уже видим, что можно сократить государственных служащих. Ну, в пределах, может быть, 10%. Где-то 7% это вакантные, 3%, 10%. Массово такое сокращение, мне кажется, не нужно, потому что, как я уже говорил, надо обеспечивать жизнедеятельность людей. И, в конце концов, государственные служащие тоже люди, у них тоже есть семьи, они тоже
такие же люди, как и другие. Поэтому надо вот эту психологию нам надо менять и относиться к государственным служащим с уважением. Да, вот в целях совершенствования государственного аппарата одним из механизмов является сформированный молодежный кадровый резерв, состоящий из 300 отборных служащих. Вот, по вопросу, как мэтр государственной службы, по вопросу формирования, об эффективности, ваше мнение, пожалуйста, поделитесь. Ну, я конкретно этим вопросом не занимался, но как член общественного совета изучал. Это очень правильное начинание президента, президентский кадровый резерв. Такой резерв должен быть. И формирование тоже организовали, по моему мнению, неплохо. Где-то, если память не изменяет, более 7 тысяч человек изъявили желание поступить в этот кадровый резерв. Из них 300 человек это вот отобрали, формировали кадровый резерв. И, но здесь тоже это, когда первый раз, всегда есть какие-то свои плюсы и минусы. Это можно сказать. По моему мнению, немного квалификационные требования надо было, может быть, поменять. Это во-первых. Во-вторых, по моему мнению, вот сегодня там небольшое количество людей поступили на руководящие должности, зама мимо областей, вице-министрами, на другие должности. Но в целом сегодня надо работать с каждым по отдельности. Кто на что способен, куда, где может работать. И еще одно, вот, это мое личное мнение, необходимо их направлять в регионы, кто не работал в регионе, чтобы они прошли обкатку. Они же поступили в президентский кадровый резерв как патриоты страны, они должны отработать тогда в регионах. Может, акимом села, может быть, зам акимом района, может быть, в аппарате областного акима. Пройти эту школу и потом их уже выдвигать на следующие вышестоящие позиции. Это мое личное мнение по кадровому резерву. Да, спасибо большое. В целом, да, по карьерному продвижению госслужащих, по вопросу меритократии в госструктурах, хотелось бы узнать ваше мнение по снижению коррупционных рисков в процедурах отбора на государственную службу и процедурах продвижения дальнейшего госслужащих. Ну, до принятия третьего закона 2015 года у нас в стране было позиционно-карьерное продвижение кадров. Ну, это говорит о том, что можно заход, так если простыми словами, сбоку, ну, независимо от того, что он работал в государственной службе или не работал. На вышестоящей можно, да? Да, на вышестоящей можно, и на другие позиции можно было. А теперь вот с 2015 года, после принятия нового закона, только карьерные продвижения. Это говорит о том, что государственный служащий должен расти в государственном органе. Любой со стороны, он не может прийти на какую-то должность, позицию без прохождения низовых должностей. И здесь конкурсные процедуры поменялись, это вот внутренние конкурсы. Внутренний конкурс говорится о том, что сначала государственный орган должен отобрать тех достойных людей, которые работают у них годами в своем государственном органе для руководящих должностей. А затем, если таких в государственном органе нет, тогда уже общий конкурс объявляют.
Поэтому здесь плюсы есть. Это вот у людей появились уверенность, что он завтра может на следующую вышестоящую позицию продвинуться, потому что ему объявят конкурс. И плюс ко всему, статистику, если взять, раньше до принятия этого закона работа на одной должности государственных служащих в среднем было 2–2,5 года. Вот сегодняшняя статистика нахождения на одной должности административных государственных служащих 4 года. Это уже говорит о том, что уже какое-то постоянство, уверенность и отсюда и качество работы. Ну да, действительно, когда мы с гостями, которые были на площадке Антикор-Лайф, обсуждали этот вопрос, в частности, советник президента был Ужас Пайбергенов, он тоже здесь вот придерживался позиции, которые вы огласили. Средняя длительность нахождения на должности примерно должна составлять 4–5 лет. Вот. В этом ваши мнения сходятся. Хотелось бы отметить. Ну и в целом хотелось бы, знаете, затронуть вопрос, который касается мер по усилению персональной ответственности руководителей за коррупцию среди подчиненных. Мы помним, что закон при презентации законодательства на службе центральной коммуникации вы выступали, давали брифинг. Еще раз можете напомнить про этот закон, о важности этого закона для наших зрителей, для журналистов, для граждан, которые нас смотрят. Да, это закон был, проект закона был инициирован депутатами Мажилиса и Сената, кстати, и этот закон принят в конце прошлого года от ответственности руководителей за совершение коррупционных проступков подчиненными. Должны некоторые понять, что люди, что после принятия закона считается 3 месяца совместной работы первого руководителя и подчиненного. Поэтому декабрь, январь, февраль, март, если случилось, то он, руководитель, отвечает за своего подчиненного. Но здесь там в законе указано, что если первый руководитель, если зам первого руководителя совершил проступок, то первый руководитель отвечает. Если проступок совершил какое-то управление, которое курирует зам, то отвечает зам этого, будем говорить, акима или замминистра данного государственного органа. Это, я думаю, что это даст очень большой плюс в снижении коррупционности в нашей стране. Потому что каждый человек уже при подборе кадра, который подчинен ему, он будет думать, этот человек оправдает доверие государства, он государственник или нет. У него есть какие-то, будут какие-то недостатки в этом плане. Поэтому это очень такой механизм, который, я думаю, приведет к снижению коррупции. Я в этом уверен. Кстати, Вячеслав Юрьевич, вспомнился момент такой. В начале текущего года, после презентации данного закона, мы имели честь принимать на своей земле руководство группы государств против коррупции ГРЕКО. У нас был гостем Джанлука Эспосито. Он высоко оценил данную инициативу, ее внедрение в Казахстане, то есть то, что Казахстан проявляет приверженность к снижению коррупции в высших эшелонах, да, власти. И в целом, конечно, мы продемонстрировали ту приверженность открытости. В частности, у нас в каждом регионе сейчас действует антикор-центр, где граждане без всяких вот этих вот дежурных частей там, или постов полиции могут заходить, напрямую общаться с руководством того или иного госоргана. Также открываются сервисные акиматы по всей стране. Буквально на днях в Северо-Казахстанской области в одном из районных центров открылся сервисный акимат, вот, наподобие, по принципу работы ЦОНов, тоже в рамках концепции слышащего государства.
реализуются данные инициативы. Формат работы Open Space, то есть максимально открывается госаппарат для народа. Вот, вспоминается, вот, хотел об этом тоже проговорить и нашим зрителям, в частности. Ну и в целом, если говорить о госслужащих, об ответственности госслужащих, здесь не только уголовная ответственность, конечно, грозит за проступки, но есть еще дисциплинарная практика, этический кодекс в части соблюдения данных норм. Какие меры проводятся, как обстановка в целом? Дисциплинарная ответственность государственных служащих, да, где-то я статистику посмотрел, в прошлом году где-то 208 человек были наказаны. Когда я обучался, мы всю жизнь обучаемся, и вот один лектор, такой профессор, ведущего вуза мирового значения, он говорит, если человека или государственного служащего, или работника компании несправедливо наказываете, то от этого положительного эффекта вы никогда не получите. Этот человек никогда не будет работать в пользу компании или государственного органа. Поэтому, во-первых, наказание должно быть справедливым. Человек должен понять, осознать. Ну, в некоторых случаях есть факты, когда людей наказывают, так будем говорить, не за что. Такие факты бывают. Но для этого, конечно, создана во всех государственных органах комиссия, дисциплинарная комиссия. Сегодня есть уполномоченный по этике государственного служащего. Большая работа в этом проводится. Но наказание должно быть справедливым, доказанным, затем оно должно быть эффективным. Ну, по закону он это 6 месяцев, если не совершал, оно как бы снимается. Но есть случаи, когда наказывают для галочки, потом через 10 дней его снимают. Какой будет эффект от этого наказания? Поэтому мое мнение, вот, здесь должны очень так подходить к этому вопросу. В целом, этические нормы, этический кодекс должен быть настольной книгой каждого госслужащего. Он должен каждый день, в целом слово этика, это от греческого слова, по-моему, это, если перевод на казахшаға аударсақ, адамгершілік. Адамгершілік қасиет. Нормы, правила, там идет уже много. Ну, честность и добропорядочность. Адамгершілікпен мемлекетшіл қасиет болу керек. Сондықтан осыған өте мемлекеттік органдар көңіл бөлу керек. Я толықтай келісемін сізбен. Мына жерде енді, ну, в целом, у госслужащих, как и у всех граждан, есть обязательства, но есть и права. Нередки случаи переработок госслужащих на рабочих местах. Ну, в разной степени проявляется. Где-то на позднем вечер, ночи сидят, где-то час-два. Ваше мнение по этому поводу? Как это влияет в целом на благосостояние, на уровень, в общем, эффективности? Ну, это один из таких больных вопросов, который даже, кстати, и приводит, в конечном итоге она как бы побуждает коррупцию. Человек работает ненормированный, государственный служащий, получает за это небольшую зарплату, выходные, праздничные дни работает, тоже не всегда оплачивается. Поэтому вот такие некоторые проявления появляются. Ну,
Я как уже говорил, нет худа без добра. Сегодняшние условия. 70% госслужащих работают дистанционно. Часть людей, 30% в переднем плане. Ну, работа государственных органов. Кстати, еще 30% они еще сокращенно работают. Неполный. Да, неполный рабочий день. Некоторые до 4, некоторые до 10. Но в целом обеспечивается деятельность государственных органов, в целом государства. Поэтому здесь надо подумать о времени, о нормах, о нормированном рабочем дне в будущем. И это надо направлять на качество работы. Время работы направлять вот сегодня уже мы имеем какой-то опыт дистанционной работы через средств техники. И в дальнейшем надо на качество. И плюс ко всему, сегодня вот это ненормированные рабочие дни, месяцы, годы, она приводит как раз к текучести, сменяемости кадров. Многие не выдерживают на государственной службе и уходят. От этого страдает и качество работы государственного органа. Поэтому здесь есть о чем подумать. Тоже предпосылки. Предпосылки такие. Да. Да, и вот знаете, еще один вопрос, который хотелось бы затронуть, это о сроках пребывания на должностях, а также вопросах квалификационных требований политических государственных должностей. Насколько я знаю, норма данная рассматривается в парламенте. Как продвигается данный вопрос на сегодняшний день? Да, это по поручению президента законопроект, некоторые моменты вот в отношении корпуса А, установление квалификационных требований по политическим государственным служащим. Законопроект прошел Мажилис, мы передали на рассмотрение сейчас Сената, находится этот законопроект. И я думаю, что это даст очень положительный эффект в том плане, что будут устанавливаться некоторым политическим должностям квалификационные требования. Ну, если так простым языком говорить, это вице-министры, заместители акимов районов и некоторые политические должности, которые есть в стране. Потому что до сегодняшнего дня и сегодня нету квалификационных требований для политических госслужащих. И в некоторых случаях общественность критикует некоторых политических деятелей, служащих за некомпетентность, то, что они не могут даже выйти на аудиторию и поговорить, довести те нормативно-правовые акты, которые принял даже этот государственный орган до людей. Есть такая критика. Сегодня это не скрываем. И в парламенте депутаты критикуют некоторых политических государственных случаев, которые сами же разработали, приходят с законопроектом и, будем говорить, качественно не могут ответить на те вопросы, которые ставятся депутатами. Поэтому этот институт установления квалификационных требований политическим госслужащим даст очень хороший эффект. Вот как раз, Руслан Тимурович, дошли до вопроса открытости служащих, их медийной активности в средствах массовой информации, в социальных сетях. Вот, по вашему мнению, как можно повысить данный уровень? В целом это принесет, конечно, пользу для населения, в части разъяснения. Но какие видите вы механизмы в этой части?
Ну вот, я вспомнил, в период карантина я прочитал в этом году 1150 лет великому нашему ученому, философу, нашему земляку, будем говорить, бабамыздың биыл 1150 жылда Аль-Фараби бабамыз. И я прочитал его трактат один о жизни добродетельного города, о жизни людей, жителей добродетельного города. Қайырымды қаланың тұрғындары туралы. И там в то время о структуре города, в целом государства, он пишет, это 1011 веков тому назад, это 1100 лет тому назад. И 12 квалификационных требований показывает, указал в своем трактате для государственных служащих, именно руководителей города. И там я вот советую всем руководителям государственных органов этот трактат посмотреть, прочитать. И там, начиная от здоровья этого руководителя города, ну, кончая с справедливостью, там очень много таких моментов, которые должны обладать руководители города. И в том числе вот ораторское искусство в этом трактате. Поэтому я думаю, при составлении квалификационных требований политических государственных служащих я обязательно, как член общественного совета, буду комиссии рекомендовать исчерпать те мысли, детали, которые нам оставил наш великий мыслитель. Да. Действительно удивительно, что вот более 1000 лет написанные произведения актуальны по сей день. Очень актуально. Спасибо за рекомендацию. Кстати, тоже заинтересовался, обязательно прочтем. Да. Ну и приближаемся к завершению нашего интервью. Вот один из последних вопросов. Сегодня, кстати, у нас после обеда в 15:00 запланировано интервью на площадке Антикор-Лайв с советником президента Бағдатом Батарбековичем Мусиным. Мы будем разговаривать о вопросах внедрения цифровизации как фактора борьбы с коррупцией. Да? Вот, касательно этой темы, ваше мнение, насколько, как вы думаете, насколько эффективно продвигается цифровизация у нас в стране, как это в действительности может повлиять на снижение уровня коррупции в целом в государстве? Рахмет. Я вспомнил молодые годы, когда я был государственным служащим еще в советское время, затем период становления государственной службы нашей страны, 90-е годы. В 90-м году, когда образовали институт президента Казахстана, создали аппарат президента. И в областях тоже мы пытались структуру приблизить к аппарату президента. И где-то в 91 году мы начали создавать в областях такой аппарат, приближенный к аппарату президента. И мне приходилось, как руководитель аппарата Талдыкурганской области, поехать на стажировку в Алматы. Аппарат президента, как создан. И тогда меня водили по отделам. Нуртай Абыкаевич Абыкаев был руководителем аппарата, заведующим канцелярией, общим отделом был Хасымбеков Махмуд Базаркович. И вот меня ознакомливали отделами. Тогда я увидел в одном отделе один компьютер, в общем отделе. И меня ознакомили работой этого инструмента. Я так видел
так не интересовался, чем она дышит и как работает. И когда мне показали, что письма заявления граждан регистрировали, и когда показали, что можно фамилию набрать, скажем, какую-то, и если он, этот человек, ранее обращался, его заявление там 2, 3, 4, каким вопросом, какие решения были, оттуда выходит. Для меня было это фантастика. И тут же я после окончания недельной командировки поехал в магазин, купил для акимата, уже счет перевели, один компьютер для области. И с собой взял компьютерщика, который там попросил, я говорю, вы должны обучить нас. И с этим компьютером, с этим компьютерщиком или программистом мы приехали в Курган. И весь аппарат смотрели на этот инструмент и учились, как печатать. Потому что до этого печатали на машинках. На машинках, когда печатаешь доклад или выступление, если где-то руководитель исправил тебе, его надо было заново перепечатать, потому что нет других условий. Поэтому сегодня, конечно, это небо и земля. Такое развитие цифровизации в Казахстане. Критики много, но сегодня вот дистанционная работа. 70% госслужащих дома сидят и через гаджет или через компьютер работают такое же качество. И даже депутаты сегодня работают на дистанционке. И мы через Zoom или другие там программы видим все, общаемся, обсуждаем законопроекты, рабочие группы проводим, круглые столы проводим. Это вот, мы иногда хорошему быстро привыкаем и начинаем это хорошее критиковать. Поэтому я думаю, что цифровизация у нас развивается, получается. И сегодня вот эта пандемия еще раз нам доказала, что мы можем дальше идти и даже сократить кое-какие аппараты и улучшить качество работы. Да, в действительности, мы уже до того привыкли, наверное, что не замечаем, какую большую пользу приносят в нашу жизнь цифровые технологии. Конечно, будем совершенствоваться всегда, и мы, граждане, и госаппарат всегда открыт к совершенствованию, как вы в свое время внедрили работу с компьютером в аппарате и, конечно, принесло пользу. Я думаю, и сегодня много таких технологий, которым мы должны быть открыты, готовы. Ну и в целом, Ярослав Тюгович, еще раз благодарю вас за участие в нашем диалоге, онлайн формате. Спасибо за ваши ответы, было очень интересно. Мы приблизились к завершению нашей программы. Уважаемые зрители, вы можете оставлять комментарии. Әрине. Құрметті көріп отырған, тыңдап отырған достар, мына бүгін Рамазан айының кейінгі аптасы, ораза, қасиетті ораза бітуге жақындап қалды. Бүгін жұма күні, сәтті күн. Мен енді тілейтінім осы барлық қиындықтар артта қалып, барлығымыз бұрынғыша қауышып, қазақша айтқанда, көп көрісіп, жақсы күндерде бірге жүрейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бәрімізге жақсылық тілеймін. Айтқаныңыз келсін. Рахмет. До скорой встречи, уважаемые зрители. До свидания.